Знает каждый человек, с буквы А заглавной начинается Артек, детский лагерь славный. Гостеприимная абхазская земля радушно приняла команду знаменитого лагеря Артек, которая в рамках празднования столетнего юбилея начала свой путь в другие страны. Международный детский центр Артек – это не просто лагерь, это уникальная история, которая продолжается почти целый век. Артек привержен ценностям, которые формируют будущее. Здесь дети из разных уголков мира собираются вместе, чтобы делиться своими традициями, учиться и расти в атмосфере взаимопомощи и поддержки. В марте 2024 года на Всемирном фестивале молодежи было подписано соглашение между Артеком и Министерством просвещения Абхазии. И именно благодаря этому артековцы сегодня в Абхазии. Я очень рад сегодня открывать нашу совместную выставку, приуроченную к столетию Международного детского центра Артек. Я уверен, что и сам праздник 16 июня мы тоже с вами разделим, уважаемые артековцы. Наши дети готовы приехать туда с подарками, со своей культурой, песнями, традициями, украсить ваш праздник, потому что сам министр просвещения в этом году Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов пригласил наших детей, которые в этом году побывали в Артеке, приехать снова на юбилей, на столетие этого же замечательного детского лагеря. Наша дружба с вашей прекрасной республикой – это символ единства и взаимопонимания. Вместе мы сможем создать новую историю дружбы, отметил на открытии выставки директор Международного детского центра Артек Константин Федоренко. Я уверен, что даже сегодняшняя наша совместная работа на площадках Республики Абхазия, да, она позволит уже и в этом, и на следующем году поработать не только с детьми, с вожатыми ваших лагерей, с административно-управленческим штатом ваших образовательных организаций. Мы готовы предоставлять ресурсы по обучению педагогов, управленцев, вожатых. Ну и я очень надеюсь, что лучшие дети Республики Абхазия и в этом, и на следующий год станут участниками уникальных образовательных смен на территории страны детства. Артек – место, где мечты становятся реальностью, а дружба между народами укрепляется. Это уникальная площадка для обмена культурным опытом, развития творческих способностей и формирования новых дружеских связей. Вообще попасть в Артек, наверное, была мечта любого советского ребенка, любого советского пионера. Но сегодня мы такую атмосферу создали, что я почувствовал себя артековцем. Наконец-то моя мечта сбылась с детства, что я попал в Артек. Спасибо вам за это мероприятие, спасибо за эту организацию, очень красивую, такую добрую и понятную всем. Мы надеемся, что в течение этих 2 дней, когда будет проходить не только интерактивная выставка, будут происходить мастер-классы, что эта история будет очень востребована. Мы очень надеемся, я надеюсь, что господин директор нас поддержит, что в рамках столетия в следующем году Артек приедет сюда снова и будет представлен не только в столице, в городе Сухум. Мы рассчитываем на то, что вот это сотрудничество между Министерством просвещения и лагерем Артек будет продолжаться на благо наших стран. В рамках выставки были организованы разнообразные мероприятия, мастер-классы, творческие конкурсы, игротеки и образовательные программы. Все это возможность не только проявить свои таланты, но и узнать больше о культуре и традициях Артека. Здесь сегодня ребята знакомятся с традиционной русской матрешкой. Русская матрешка деревянная, заготовочки. Ее расписывают в традиционных цветах: желтый платочек, красный сарафан. И наш артековский огонечек. Обратите внимание, вот, пожалуйста, наш артековский огонек, который символизирует цвета огня, то есть дружбы, преданности, верности. Ну и, конечно же, лагерь, как всегда, это в первую очередь дружба. И голубая волна – это наше Черное море. Вот такой символ нашего Артека. Сейчас крашу платочек желтым, потом красным ее одежду, потом рукавам синими, как там показано, потом белым и огонечек Артека. Вы впервые участвуете в такого рода мероприятиях? Или? Да, впервые. А почему решили участвовать, как узнали? Мне интересно, сказала школа, учительница. Стало интересно, говорит, кому интересно, приходите. Стало интересно,
пришла. Я из 3-й школы. На арт-площадке ГУМа артековцы смогли создать атмосферу дружбы и добра. Если в первый день выставки принять участие в ней смогли только городские школы, то 1 ноября сюда приедут дети со всех районов нашей страны. Лаура Капш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.